Здравствуйте! Сегодня мы проводим урок математики в 4 классе. Урок ведет Шувалова Татьяна Викторовна. Тема нашего урока – письменное деление на трехзначное число, когда в частном получается одна цифра. Сегодня на уроке познакомимся с делением на трехзначное число, закрепим вычислительные навыки при решении примеров и задач. Начинается урок, он пойдет ребятам впрок. И наш сегодняшний урок мы начнем с математической разминки. Проверяем то, что знаем. Вспомним правила нахождения компонентов деления. Чтобы найти неизвестное делимое, мы должны частное умножить на делитель. Чтобы найти неизвестный делитель, мы должны делимое разделить на частное. Заполним таблицу. Справились? Получилось? Давайте проверим. 200 разделить на 2 получается 100. 4 умножить на 20 получается 80. 90 разделить на 30 будет 3. 900 разделить на 3 получается 300. 10 умножить на 80 получается 800. 600 разделить на 20 будет 30. 40 разделить на 2 будет 2. И 500 разделить на 20 получается 25. У всех получилось? Молодцы! Переходим к следующему заданию. Перед вами даны задачи. Внимательно прочитайте эти задачи и решите устно. Справились? Мы можем перейти к проверке. Проверьте ответы к задачам. Чтобы найти высоту, на которую поднимает кран, мы должны 120 разделить на 3, и получается 40. Чтобы узнать, чему равна масса ящика, мы должны 20 умножить на 7, и получается 140. Чтобы найти, во сколько раз кенгуру бежал быстрее, чем бурундук, мы должны сначала найти, сколько же бежал бурундук. 225 мы отнимаем 200, у нас получается 25 километров. А теперь 225 мы делим на 25, и получается у нас в 9 раз. Кенгуру пробежала быстрее бурундука. Разминка математическая закончилась, и мы переходим с вами к изучению нового материала. Открываем книги на странице 60 нового учебника и на странице 62 старого учебника. Рассмотрим по книге, как выполнено деление 738 разделить на 246. Надо 738 разделить на 246. Разделим 738 не на 246, а на 200, чтобы легче было найти цифру частного. Для этого разделим 7 на 2. В частном получим 3. Проверим эту пробную цифру. Умножим 246 на 3. Получится 738. Значит, цифра 3 нам подходит. А теперь, чтобы хорошо запомнить деление, выполним следующее задание. Это номер 287 на странице 60 нового учебника или страница 62 старого учебника.
Рассмотрим пример 954 разделить на 318. Цифру 9 делим на 3 и получаем в частном 3. Но это пробная цифра. Умножаем 318 на 3 и получается 954. Значит, частная 3. С этим заданием мы справились. А теперь переходим к следующему. Решим примеры по данному алгоритму. 680 разделить на 136, 888 нужно разделить на 148, 981 нужно разделить на 327 и 792 нужно разделить на 396. Успели? Справились? Молодцы! А теперь приступаем к проверке. Итак, 680 разделить на 136 получается 5. 888 разделить на 148 получается 6. 981 разделить на 327 в итоге получилось 3. И 792 разделить на 396 это получается 2. Мы с вами познакомились с делением на трехзначное число, когда в частном получается одна цифра. А теперь поработаем над задачами. Задача 295 на странице 61 нового учебника и задача 339 на странице 63 старого учебника. Читаем. На запасном пути стоят 36 товарных и 24 пассажирских вагона. Длина пассажирского вагона 11 метров. Чему равна длина товарного вагона, если длина всех вагонов 552 метра? Анализируем задачу. Что нам известно? Товарных 36 вагонов, но мы не знаем длину одного вагона. Пассажирских 24 вагона, по 11 метров каждый вагон, а длина всего состава 552 метра. А теперь приступаем к решению задачи. Первым действием мы должны найти длину всех пассажирских вагонов. Она равна 264 метра. Следующим действием мы находим длину товарных вагонов. От всей суммы мы отнимаем 264. И получается длина товарных вагонов 288 метров. И третьим действием мы находим длину одного товарного вагона. 288 делим на 36, получается 8 метров. Ответ: длина одного товарного вагона 8 метров. Справились, записали, и мы переходим к следующей задаче. Это задача под номером 288, страница 60 нового учебника и номер 332, страница 62 старого учебника. Читаем задачу самостоятельно. Анализируем с помощью вопросов и записываем краткую запись. Сколько привезли цемента? Сколько привезли песка? Сколько привезли щебенки? И вопрос задачи: сколько получится бетона? Цемента 120 тонн, песка в 2 раза больше, чем цемента, а щебенки в 4 раза меньше, чем цемента. Про бетон нам известно, что составляет 1/3 от всех составляющих. Нужно узнать, сколько бетона привезли. Первое действие: мы находим, сколько тонн песка привезли. 120 умножаем на 2, получается 240 тонн. Затем мы находим, сколько привезли щебенки. 120 делим на 4 и получается 30 тонн. Затем мы все 3 составляющие – цемент, песок и щебенку – складываем. И у нас получается 390 тонн. А затем, чтобы найти, сколько понадобится бетона, сколько израсходовали бетона,
мы 390 делим на 3. И у нас получается 130 тонн. Ответ – бетона 130 тонн. Итак, сегодня на уроке мы замечательно с вами потрудились. И хочу попросить вас подвести наш итог и оценить свою работу на уроке. Перед вами таблица с заданиями, которые мы с вами выполняли на уроке. Сегодня на уроке мы с вами находили компоненты действий, решали устные задачи, познакомились с делением на трехзначные числа, когда в частном получается одно число, решили две задачи. В правой колонке вы должны выставить себе оценку за каждый вид работы. Если вы выполнили задание без ошибок, то вы ставите оценку 5. Если вы допустили 1-2 ошибки, это оценка 4. Если вы допустили 3-5 ошибок, это оценка 3. А если вы допустили больше 5 ошибок, к сожалению, это оценка 2. Попрошу вас оценить свою работу на уроке. Прекрасно. Отметки выставили. И пришло время получить домашнее задание. Домашнее задание – это задача 290 на странице 60 по новому учебнику и задача 334 на странице 62 по старому учебнику. Вы должны внимательно рассмотреть чертеж и составить по этому чертежу задачу, а затем, конечно, эту задачу решить. У нас известны с вами скорость движения предмета. Обратите внимание, сколько предмет двигался. 2 графы, значит, это 2 часа. Известно, что расстояние между предметами 420 километров, а нужно найти все расстояние между 2 населенными пунктами. И следующее задание – это примеры. Пользуясь алгоритмом решения примера, вы выполняете номер 293 на странице 61 по новому учебнику или это же задание номер 337 на странице 63 по старому учебнику. Решаете примеры на деление трехзначного числа по алгоритму, с которым мы познакомились с вами сегодня на уроке. И в завершении урока хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на смайлик и поставили плюсы. Что мы поняли сегодня? Поняли, наверное, как решать задачи. Чему научились? Научились делить на трехзначное число. Сможем, конечно, решить и выполнить домашнее задание и добьюсь замечательных результатов. Молодцы! Очень рада, что вы усвоили новую тему.